получается, итого, если взять все 4 уровня бюджета, то мы видим, есть 17 региональных бюджетов, 160 сельских бюджетов, районных бюджетов, 16 городских районных бюджетов, 37 городов областного значения. Сельский уровень 47 городов районного значения, 4 городских района внутри Караганды и Актобе, 26 поселков акиматов, 2283 поселковых бюджета. И сейчас 2283 поселковых бюджетов – это как раз то, на что мы, как население, должны бить. Горожане на вот этом уровне, сельчане на вот этом уровне. Контролировать. Нам же тяжело же добраться, достучаться до председателя Нацбанка или для министра финансов или для какого-нибудь другого министра. Правильно же, да? Весьма легко проживающего в одном с вами поселке захватить в заложники местного депутата, пробиться в местный депутат там, маленького маслихата, баллотироваться и пробиться на должность районного акима. Вы представьте, если у нас будет 2283 160 плюс 16, чего тут, в общем, получается? Что-то около 200 тысяч. Да. Около 2500 выборных акимов не от партийных списков, от гражданского сектора. Что будет? Что сделают остальные? Да ничего. Ничего. Все деньги уже у нас. Административный ресурс у нас. Вся ваша стерильная выборная система коту под хвост. Даже без выборной реформы. А вот тот путь, о котором как бы, да, уже третья группа, 4-е занятие подряд ломает голову, что делать, кто виноват, все знают, а что делать никто пока не понял. То есть там выборные, да, все? Все выборные. Каждый из вас может стать акимом, где хочет. В числе 2500 политзаключенных. Ну вот я же не зря говорила, пойду выбираться в районные болгарские акимы, никто не будет стрелять в Галину Арзамасову. Вот, то есть очень